Первая неделя Великого Поста продолжается у православных верующих. В эти дни во всех храмах читается Великий покаянный канон. Это сочинение считается одним из величайших богослужебных текстов. Его автором является святитель Андрей Критский, живший в конце VII века. Канон назван великим, так как в нем заключено множество мыслей, образов, примеров из Ветхого и Нового Заветов. Они настраивают человека на размышления о своих ошибках и грехах. По форме это античная ритмическая проза, по содержанию сокровенная беседа человека с собственной душой. Канон содержит 250 молитвенных песнопений, тропарей, поэтому его чтение разделяют на 4 дня. Во Введенском кафедральном соборе в первый день поста его читали одновременно на 2 языках. Митрополит Савватий на церковнославянском языке, протоиерей Сергий Сергеев на чувашском. Завтра вечером владыка будет читать Великий канон в храме новомучеников и исповедников российских. В четверг в Новочебоксарске в соборе святого равноапостольного князя Владимира. Время поста – это время для молитвы, время для, причем не просто для молитвы, а для сосредоточенной молитвы. Время для покаяния, время для очищения. Каждому из нас необходимо такое время. 42 дня и плюс Страстная Седмица пролетят быстро. А нам необходимо подготовиться как следует к встрече главного события в жизни каждого христианина – Светлого Христового Воскресения, Пасхи.